Уважаемые коллеги, уважаемая наша молодежь, я рад сегодня вас от муниципального района Сулейман-Сальский район поприветствовать на ежегодном плановом мероприятии, проводимом Министерством спорта Республики Дагестан. На сегодняшний день эта тема является наиболее актуальной идеологии противодействия терроризма и экстремизма. На самом деле от нашей молодежи зависит наше будущее наших детей. Через них мы смотрим на завтрашний день и должны, как говорится, совместными усилиями делать все для того, чтобы в нашем районе, нашей республике и в целом в нашей стране всегда процветал мир и было согласие. Спасибо вам большое за то, что все сегодня собрались, пришли, отложили все свои дела, разделить с нами подобное мероприятие. Позвольте вам представить наших сегодняшних гостей, которые приехали нам с Министерства спорта города Махачкала. Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, заместитель министра спорта Республики Дагестан по боксу Гайдарбеков Гайдарбек Абдуллаевич. Начальник управления физической культуры и спорта Республики Дагестан, мастер спорта СССР по вольной борьбе Махачев Халидбек Амарович. Директор спортивной школы имени Али Алиева, заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, серебряный призер чемпионата мира Исагаджиев Магомед Асадуллаевич. Старший тренер России, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, чемпион Европы по дзюдо Магомедов Магомед Халилович. Сразу же предоставим слово нашим гостям. Халидбек Амарович, вам слово. Еще раз салам алейкум. Прежде чего мы начнем нашу встречу, на самом деле большое внимание и усилия нашей республики, и глава, и правительство уделяем в первую очередь нашей безопасности. Терроризм, экстремизм, мы знаем, мы видели, мы наслышаны, многие видели, наверное, по-настоящему, как это происходит. Это страшные картины, мы всем известно. Это Беслан, когда 1-3 сентября дети пришли маленькие в школу, и захват этой школы, и что там происходило? 334 человека погибли, 186 детей погибли из них. Поэтому Беслан, Норд-Ост, наш город Буйнас, наш город Каспийск, во время парада пограничники шли и взорвали. Наш город Кизляр, который был захвачен террористами. Что там творилось, мы все знаем. Поэтому наша задача старших преподавателей, тренеров, тех людей, которые непосредственно занимаются этой работой, мы хотим донести до наших детей, что такое терроризм и что такое экстремизм, где плохо, где хорошо. И когда мы вот такие встречи с именитыми нашими спортсменами, на многих примерах сами то, что они увидели, показывают, рассказывают, я думаю, это и лучше, и доходчивее, и правильно будет. Буквально вчера в Министерстве спорта у нас была встреча с замначальником отдела Центра противодействия экстремизму. Я, можно сказать, в многих совещаниях, многих мероприятиях в правительстве, за пределами, многих конференциях, многих совещаниях присутствовал по АТК, по этому экстремизму, терроризму. Но вот такой встречи, честно, я могу сказать, впервые я видел. Пришел парень, пришел специалист, рассказал, честно, все министерство, слушали мы, как будто вот учителя слушали, вот так мы слушали. До того интересно, до того просто. На своем простом человеческом языке все донес. Не то, что он рассказал такие случаи, которые, для чего, почему, вот этот телефон, сколько, я, например, оттуда 10% точно не знал, что здесь только не нужно. Да сейчас думаю, на самом деле, после вчерашнего разговора с ним, у меня глаза открылись на многое.
Может, на самом деле, у меня тоже вот такие же дети такого возраста, как вы. И мне сейчас, я думаю, вот время подберу, субботу, дай скажу мальчику, дай-ка телефон. Хотя, честно, я думаю, много там не найду, не разберусь, но на самом деле я проверю. Он говорит, слушайте, мы же не знаем на самом деле ни одно. Мы же знаем, какое время у нас сейчас. У родителей не хватает времени на детей. Это из нас никто, мы все родители сидим. На самом деле, вот я себя вот спрашиваю, не хватает же? Если я вчера выехал утром в 8 часов, я приехал домой пол-11, мы только в город заехали, вот, опять же комиссия, мы же вчера работали, до огни были тоже встреча. Я пришел, все спят уже. Вот утром опять я сегодня выехал, мы сюда, вот, добрались. Вот пример, пожалуйста, того, что мы своими детьми, никто из родителей по-настоящему не работаем. Мы не доводим до наших детей, что, как надо делать. И вся беда наша, может быть, и наша окружающая среда, наш окружающий мир. Люди, родители озабочены, как своего ребенка одеть, как этого мальчика сегодня в школу отправить, что ему приготовить. Многие родители идут на торговые точки, на рынок. Наша жизнь устроена именно так. Если у нас не хватает вот этих всех возможностей, что нашими детьми, у родителей, как этот бедный родитель на самом деле может найти время? Усталый придет после работы, и ему не хватает времени с сыном поговорить, с дочкой поговорить, или сказать, сынок, как ты оделся, дочка, как ты одетая? Он если не видит. Можно очень много говорить. Я думаю, наши тут прекрасные люди, именитые на всю Россию, на весь мир, эти люди проехали в прошлом году, можно сказать, объехали вот по этим же темам всю Россию. Мы были в очень многих субъектах, регионах Российской Федерации, и эта встреча, где проходили, и в этом году мы получаем этих же регионов, давайте говорим, мы такую же встречу. Встреча нашими диаспорами, нашими дагестанцами, выходцами, во всех регионах тоже есть же. После этих встреч наши дагестанцы получили очень много плюсов в тех регионах, которые раньше их где-то зажимали, где-то что-то там не пускали. После этих встреч многие открыли глаза и намного лучше относятся к нашим же соотечественникам за рубежом тоже. И за рубежом, и за регионах. Поэтому я хочу, вот есть наш брат, олимпийский чемпион Гадарбеков Абдуллаевич. Для детей хочу представить, он не просто олимпийский чемпион, он заслуженный мастер спорта. Он заместитель министра спорта. Он двукратный участник. Один чемпион стал, а вторым стал на Олимпиаде. Давайте послушаем Гадарбека Абдуллаевича. Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые братья и сестры. Мне очень приятно находиться здесь. Здесь то, что приятно, что сегодня здесь собрались дети, родители, имам, здесь администрация города, то есть села и комитет спорта. Это очень важно. Почему? Потому что мы совместно, это наша работа. Это наша обязанность, святая обязанность, чтобы эту работу делать. Почему? Потому что это наше будущее поколение. Вот Хазбек Амарович напомнил, то, что у нас вчера проходило совещание, связанное вот, работником МВД. Но один из случаев, который он рассказал. 13-летний мальчик, сын полковника, отдел, который только через назначение проходит только через Владимира Владимировича Путина. Имеется в виду, президент только назначает на такую должность. Именно отдел такой. Вы представляете, его сын, он просто за руку брал этого сына, вот его рассказ. Просто иногда на работу, как мы вот своих родителей, мы же приводим показать свою работу, свое место, где мы работаем, хотим, чтобы наши дети видели. Сына с собой брал просто, и этот сын нарисовал такую схему этого здания, что вот, который мы рисуем, у нас же есть вот печатная, вот, бывает схема любого здания, администрации, там любая вот схема, мы же видим на стене. Он говорит, это как 3D говорит, нарисовал и передавал все это террористам. Представляете, 13-летний, 14-летний мальчик. Вот так сегодня наши мозги, наших детей портят эти люди. Он говорит, один человек сидит
на 2 телефонах, разговаривает с 2 сестрами, 1 человек, выдает замуж этих сестер через WhatsApp. Вы представляете, какую работу они делают? Он это фактами рассказывает. Он говорит, мы прослеживали это все. И он участвовал где-то в задержании этих людей. И этого полковника, который вот был назначен Владимир Владимирович Путин, он был уволен со службы лейтенантом, его фамилия сержантом, который армии, которому он получил звание, всеми ордена, которые у него были, он был таким настоящим таким воином, ордена у него забрали, все, что у него было, у него забрали. Вот за то, что вот эту маленькую информацию передал. Сегодня мы в соцсетях, какую информацию мы, какой-то там человек, там, мы лайкаем. Вот это очень важно, ребята, чтобы вы понимали, маленький лайк, который вы поставили какому-то экстремисту, за этим прослеживается. Это одна из таких случаев. Вот еще один случай рассказывал наш друг, вот, именно на таких мероприятиях. Вы представляете, вот дома религиозная семья. Сын, примерный мальчик, ходит в школу, отлично учится, все хорошо, iPad у него лежит, все, там, она без кода, iPad на столе, где доступное место, лежит iPad, и даже не подозревает, кто он, что за мальчик. Родители, мы же так сильно их любим, что даже не подозреваем, даже не думаем их ругать. Особенно сегодня, например, сегодня даже учитель, если поругает нас, мы сразу жалуемся своим родителям, что у нас учитель ругает. А в наше время такого не было. Если мы пожалуемся дома, наш родитель еще дома бил за то, что мы жаловались. Было же так. Вот примерно вот наши ровесники сидят, так было. А сегодня у вас, я согласен, что у вас сегодня очень тяжелое время. Но мы хотим, чтобы вы были успешными людьми. Вот посмотрите, сегодня есть спорт, есть любое образование, есть любое направление жизни. Не нужно нехорошими людьми дружить. Даже если на улице вам привлекают, какая-то машина подъезжает и там крупные деньги предлагает, не нужно на это купиться. Я вас очень прошу, я своим, как своим детям говорю вам, как своим сыновьям, как своим дочерям. Потому что если так вы будете продаваться, просто так свою прекрасную жизнь, которая у вас будет еще долго, время очень быстро пролетит. Вы представляете, вот, например, человек делает свою карьеру, становится авторитетным человеком. Один маленький поступок, он становится негодяем. Один маленький плохой поступок, и он позорит свою семью, своих предков, своих родителей. Один поступок. Я знаю такой случай, что вот в горах, в моем селении, вот именно вот экстремисты связаны, то, что вот именно было же время, когда у нас очень тяжелое время, вот лет 7-8 лет назад убивали, вот каждое утро просыпались, думали, что вот кого же сегодня убьют. Было такое время, угрозы были. И старая женщина, уже вот при смерти она была. Когда я пришел во время праздника к ней навестить ее, потому что в селении уже мало таких старых людей, и мы всегда навещаем их. Когда пришел навещать, она начала плакать очень громко. Она просто услышала, что какой-то сын, чей-то сын, там родственник, дальний родственник, там связан с этими экстремистами. И она говорит, на весь Тухум, говорит, нас опозорил. Вот просто за то, что он был маленьким связан, ну какой-то там, я не знаю, даже может быть он и не был. Вот я это помню, потому что это очень больно, ребята. Это очень больно. Ваши родители будут страдать за это. Не только вы, ваши родители, ваш Тухум, весь Тухум будет страдать. Это одно. И сегодня вот этот мальчик, который вот iPad не скрывал, родители, когда начали узнавать, он был, оказывается, атеистом. Он говорит, ему спрашивает, почему ты так делаешь? Почему ты же намаз с нами делаешь? Вот, он говорит, это просто формальность, я говорит, просто делаю для того, чтобы вы меня не ругали. В iPad есть, оказывается, еще какие-то там папки, в папках еще какая-то папка, и скрытый там неформальный, вот это сегодня здесь мода, это ЛГБТ. Сегодня наши дети покупают, вот этот специалист рассказывал нам, игрушки мы покупаем какие-то там, типа говорим, радуга.
Это все для того, чтобы наше внимание, вот привыкали мы к этим вещам. Это не хорошее. Если ваши дети этого делают, проследите за этим. Я это говорю не только детям. И детям, они уже, может быть, и понимают, может быть, и не понимают. Но сегодня в Дагестане это огромная работа проводится по этому. Именно по этой среде. Это нельзя допустить это. Наши дети должны это все. Вот, например, авария случилась или что-то случилось там. Помочь надо на улице, машина застряла прямо на дороге. Наши дети все это снимают, вытаскивают телефон. А раньше мы помогать выходили с машины. Правильно же, было же так. Я же говорю, я вот сплошь да рядом, каждый день в Махачкале с такими вещами встречаюсь. Друг другу закрывают. Вот один раз прямо передо мной вот закрывают машину, начали двое молодые ребята, вот, наверное, 17-16 лет ребята были, вышли из машины, начали стекло бить машину. Там бедный там, взрослый человек сидит, машину закрыл и не уходит. И никто, ни один человек вот, проходит рядом, никому не интересно, что происходит. Я остановился быстро, я выхожу, я крикнул, я говорю, там, громко крикнул, я остановил ребят. Узнали меня они? Оказывается, были дзюдоисты, к сожалению. Дзюдоисты были. Я их знаю, просто имена не хочу говорить. Я им сказал, я говорю, еще раз, я вас увижу, именно вот, я проверю вас, тренировочный процесс. Просто за что, я спрашиваю, за что вы это делаете? Он говорит, нас вот так просто подрезал. Я говорю, может быть, он яму объезжал. Просто бывает сплошь да рядом такие случаи. Просто нам сегодня надо сплотиться, нам вместе с нашими детьми надо узнавать их причины, почему они так ведут себя. Наши преподаватели и мы все вместе мы должны эту работу делать. Это спорткомитет, администрация, имам, мы все вместе эту работу должны делать. Это я себе тоже говорю это, потому что это не касается только вас. Вот я просто пришел, здесь умничать не пришел, или там лекцию читать не пришел, я просто хочу, на самом деле, мы эту работу проводим в каждом районе, даже в каждом регионе. Вот буквально около 30-40 спортсменов мы вместе участвуем, у нас есть группа, около 60-70 спортсменов, и все олимпийцы, чемпионы мира разных видов спорта. Мы выезжаем в разные города, вот Альберт Гамарович как раз таки рассказывал, и вместе с нами бывает и Минкульт, Минспорт, там, Минобразование, Миннац и, конечно, Муфтият республики. Если у вас какие-то вопросы есть, например, связанные с религией, у нас есть прекрасные имамы сегодня, которые можно спросить, которые все знают. Зачем спрашивать у того источника, который мы даже не знаем? Представляете, там какой-то там красивый, бородой, ухоженный какой-то африканец там рассказывает нам зачем он нужен, когда у нас свой имам есть. Мы когда в спорте, у нас есть прекрасные спортсмены, там об образовании у нас есть ученые, у нас есть писатели, мы дагестанцы, у нас очень много талантливых людей, наши дети очень талантливые. Если взять по регионам, по всему миру даже, по регионам, огромные деньги вкладывает в спорт, например, вот рядом наша республика Чечня. Огромные деньги, не считая государственных денег, вкладывают в финансовые, спонсорские деньги. Но у них таких чемпионов, как у нас, нету. У них, которые есть чемпионы, это тоже наши чемпионы, чеченцы. Имеется только советские. Поэтому здесь, конечно, много не хочу говорить, здесь еще наши спортсмены еще скажут, у кого какое мнение. Просто хочется такой диалог, хотелось бы, честно говоря. Если у вас будут вопросы, у нас тоже к вам будут вопросы. Вот эти книжки, мы принесли спортивные книжки для того, чтобы вам подарить. Кто будет хороший вопрос задаст и кто хорошо ответит, мы им подарим. Я хотел бы, чтобы вы, ребята, подумали над этим. Это очень важная вещь. Это не просто так. Если не вы, кто это сделает? Если не мы, кто сделает? Сегодня каждый из вас должен беспокоиться. Здесь, наверное, многие думают, успех, да, ты, конечно, добился успеха, да, тебе легче говорить. Я вам говорю, мне 1000 раз тяжелее было, наше время тяжелее было, чем ваше. Мы были голодными, мы так одеты даже не были, как вы сегодня. Просто вот этот труд надо все равно пройти тяжело, это значит надо терпеть. Вам не тяжело, я здесь смотрю, у вас как город, это даже не село не назовешь, это село, селение. В нашем селе там
асфальта не было никогда. Такой красивый асфальт, такое место, как в городе вы живете. Поэтому вам только можно позавидовать. И, конечно, хочется, чтобы вы учились хорошо. Вы не думаете, что образование вам не нужно. Тут, буквально вчера вот Сагаджиев напоминал, что об образовании, что если человек занимается спортом и у него в мозгах ничего нет, он опасный человек, социально опасный человек. На самом деле физически крепкий и необразованный. Он должен быть, и спортсмен должен быть образованным, и все должны быть образованными. Если вы хорошо будете учиться, сегодня стараться будете, завтра у вас все будет хорошо. Я вам 100% гарантирую. Если вы сегодня сделаете, вот как мы сегодня вам подсказываем, я вам говорю, вы завтра станете успешными людьми. Я вам желаю успехов, удачи, чтобы все у вас было хорошо. Надеемся, что вы немножко нас послушаете. Спасибо. Газарбек Абдуллович, спасибо. Еще один наш, здесь присутствует наш, он является в настоящее время самой престижной спортивной школой Дагестана. Это школа Али Алиева, которая находится на площади. Это Магомед Исагаджиев. Призер серебряный чемпионата мира, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта. Победитель трехкратного олимпийского чемпиона УССР Сайтиева. Единственный Магомед Асадуллович, давайте. Салам алейкум. Мне очень приятно, конечно, здесь находиться. Всем спасибо за такую организацию хорошую, всем, кто причастен к этому мероприятию. Ну, здесь, конечно, Гайдарбек тоже очень много сказал, и Халидбек Амарович. Мы что хотим чуть из своего же личного опыта там, что-то рассказать, да, вот лучше, наверное, чем лекции читать, и вот то, что у тебя было там в жизни, какой-то пример, да, я думаю, на примере лучше, наверное. Ну, я, как сказали, сам тоже являюсь уже лет 11 директором спортивной школы Али Алиева, тоже у нас находится прямо в центре города Махачкалы, 50 метров от площади Ленина. Сам Халидбек Махачев тоже является учеником Али Алиева. Вот мы сами знаем, наверное, Али Алиев такой легендарный спортсмен в прошлом, он и был министром спорта, он и был главврачом, он сам медиком был, и тренировался, и боролся, и был таким успешным, хорошим человеком. Вот на его примере хочу сказать, что вот я и от других тоже слышал, вот Халидбек Махачев тоже не даст соврать, что когда на тренировку приходили детей, он вначале успеваемость в школе проверял, оказывается, и дисциплину, а потом уже все остальное, которое в процессе тренировок. У нас многие тренера, я как знаю, сейчас тоже не обращают такого внимания. На самом деле, вот даже говорят, дневники проверял, кто плохо учился, даже их отпускал, чтобы они свои оценки исправляли. Из-за этого, на самом деле, в первую очередь у нас стоит учеба, да. Если в голове ничего нету, пустой человек, если он и сильный, он на самом деле же, вот, как говорится, он социально опасный человек получается. Но без ума тоже, вот, спортсмен, если он не умеет соображать головой, думать, и он спортсменом тоже хорошим никогда не станет. Я не знаю успешных, ну, чемпионов мира, олимпийских чемпионов, хороших спортсменов, но тупые там туда же тоже не продвинуться. Из-за этого хотел бы вам сказать в первую очередь, конечно, образование, да, что вы взяли, потому что вот это спорт, вот этот промежуток очень короткий. Мы всегда думали, что она как бы бесконечна, но она так быстро пролетает, но потом же все равно же нам надо, хочешь не хочешь, ну, с 15 лет или с 10 лет и максимум до 30, до 35 лет, все, она заканчивается, потом начинается уже семейная жизнь, ты должен своих детей уже за свою семью переживать. Там, конечно, если ты уже без учебы, только спортсменом был, надо же все равно же работу себе найти, чтобы свою семью обеспечивал. Из-за этого надо обязательно, чтобы у вас было высшее образование, чтобы вы хорошо учились. Ну, конечно, и спорт, и физкультура, это для себя тоже нужно, чтобы вы были здоровы.
И в плане религии тоже. Если человек, к примеру, какой бы олимпийский чемпион не был, хороший, я имею в виду его качество, если он сам по себе плохой человек, вот никому он не нужен, вот олимпийский чемпион. Лучше быть хорошим человеком, чем иметь такие звания. Да, вот у нас, конечно, таких нет в Дагестане, но все равно бывает, от кого-то слышишь, что где-то какой-то чемпион мира или олимпийский чемпион с кем-то где-то подрался, и про него, когда негативные вещи говорят, очень обидно нам спортсменам бывает. Из-за этого хочется сказать, что и в плане религии тоже, у нас тоже по исламу, да, говорится, что не делай твоему брату того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе, да. И, конечно, если вы все будете сами себе то, что желаете, другому брату тоже желать, и будет искренняя такая религия, конечно, у нас общество будет здоровое, хорошее. И в плане экстремизма, терроризма, да, вот хочу пример, да, рассказать. Я сам Левашинский, с Левашинского района. Ну, тоже, когда ездил в горы, иногда, бывает, один ездил, ну, у нас как остановочка есть. Оттуда один разрешил просто посадить кого-нибудь знакомого или незнакомого до Махачкалы подвезти. Со мной сел ночью, я даже не видел, голосовал, посадил человека. Еду аккуратно в город Махачкала, он мне начал рассказывать, и вот, как говорится, вот их идеология как будет. Я уже сразу понял, чуть-чуть борода, усов тоже нету, и началось у меня, он у меня начал расспрашивать, что-то разговаривать, я тоже чуть-чуть его поддержал, и он уже все понеслось, он уже все начал мне рассказывать, вплоть до того, что он находится на учете. Честно сказать, даже сам испугался, что вот на постах могут меня остановить, из-за него у меня могут быть проблемы. Из-за этого так, что сам Левашинский оказался, я даже его не знал, он-то сам, оказывается, заочно меня знал, но не узнал, что это я там был. После этого, честно сказать, никого попутчиков стараюсь не брать, потому что ни в то время, ни в том месте, если вы окажетесь, тоже очень будет нехорошо, потому что у меня сосед, лично, я знаю, таксист, его друг попросил, был случай, его друг попросил отвезти куда-то другое селение. Когда селение ехал, его жена рассказывала, другое селение, когда ехал, по пути, говорит, из леса, говорит, мы, говорит, посадили одного человека. И в другое место перекинули, в другое место он вышел, все. Прошло, говорит, года 3 или 4. Через 4 года пришли, говорит, вот это мне напомнили, сказали, который ты перевозил, это был какой-то боевик, кого-то взорвал, что-то сделал, взяли, посадили на ровном месте человека, как бы соучастника, который вообще не при делах был. Из-за этого остерегайтесь таких людей. Да, вот на самом деле надо хоть друг, окружение тоже надо выбирать, да, это от окружения зависит. Вот на самом деле, если есть у вас в окружении если вы не знаете хорошего человека, не надо его близко от себя подпускать, чуть подальше держать. С кем вы дружите, с кем вы общаетесь, если этот человек не курит, не пьет, такой нормально себя ведет, ну, конечно, с ним можно, ну, у нас бывает как бы, друзья же все равно же подталкивают, так, давай вот одну сигарету покури, там, что-то один там что-то сделай. Вот из нас сидящих здесь, я не знаю, кто у нас курит, пьет, этими вещами мы никогда не занимались, нам, наверное, где-то, Кайдарбеком, наверное, за 40 лет, Магомед более молодой. Я, например, тоже, мы не пробовали даже, что такое ни сигарета, ни насвай, ни алкоголь. И вам тоже не советую. У нас как бывает, давайте, может, один раз попробуем, посмотрим, проверим, и потом уже как бы зависимость она идет. Вот насвай, вот мы на лекциях тоже бываем с госнаркоконтролем. Насвай, она вроде бы говорится, это даже на рынках продавались раньше, я не знаю, сейчас такая доступная вещь. Вот она говорит, вот самый первый наркотик, вот она начинается, самый легкий наркотик. Вот она потихоньку переходит, это уже на свай ты пробуешь, надоедает, потом более сильный потихоньку переходишь к другим наркотикам. Из-за этого даже вот самый мелочь, она может вас в зависимость привести. Хочу вам пожелать, чтобы вы на самом деле брали пример с хороших людей, у нас столько достойных и спортсменов, и академиков, и профессоров. С таких людей брали пример и выбирали окружение первым делом. Слушались родителей. На самом деле, вот этот тоже, который Гайдарбек говорил, пример, это нам тоже вот рассказывает. Вот за 2 лайка, как в тюрьму попал человек. Спрашивается, почему ты сидишь в тюрьме?
на 2 года, что посадили молодого парня. Я, говорит, 2 раза лайкнул, говорит, даже не ожидал, что какая-то экстремистская соцсеть была. Листал, смотрел, чисто случайно, говорит, 2 раза лайкнул, я туда, и я, говорит, попал. Вот эти, которые ЦП говорят, они говорят, мы, говорит, все прослеживаем, в каких соцсетях сидят дети. Вот, например, не те соцсети зашел, смотрят, это, говорит, мы все знаем. Из-за этого, если несовершеннолетние дети, за них, говорит, родители приходят, потом просят, умоляют, плачут, за них отвечать. Из-за этого надо хотя бы периодически, нет, хотя бы телефон проверять у своих детей, чем они занимаются, где сидят, что смотрят. Там же есть же функции, можно смотреть, они какие сайты хотя бы смотрят. Просьба большая, чтобы родители хотя бы проверяли периодически, какой круг общения у своих детей, в телефонах они сидят. Очень много вот эти, раньше были вот это черный кит или белый кит, там у нас даже в республике вот эти были какие-то самоубийства, вот такие вещи происходили. Ну, она очень, говорит, туда заманивает, и самое хорошо, чтобы вы проверяли периодически своих детей тоже, чем занимаются, с кем дружат. Вам удачи, успехов, и чтобы вы, на самом деле, чтобы слушали родителей, брали пример с таких великих людей у нас. Вам спасибо и удачи. У нас команда боксер, борцы и еще дзюдоист. Наш тренер Тельман тоже радуется, видите. Когда сказали, Гадарбек Адулаевич сказал, этой драки там участвовали дзюдоисты, он сразу голову отпустил. Видите, мальчики, он даже этих людей, может, и не знает, ему уже обидно. Он отпустил голову, вот я обратил, ему стало неудобно. Вот такая вещь. Дагестан вот такой маленький вроде бы, а все друг друга знают. А спортивный мир очень у нас богатый, и все спортсмены друг друга знают. И кто-то вот такую маленькую вещь делает, завтра она выходит на всеобщее обсуждение, и этому человеку будет очень стыдно и некрасиво. Поэтому тут у нас присутствует Магомед Халилович, чемпион мира, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, старший тренер сборной России по дзюдо. Ассаламу алейкум, приветствую всех. Я хочу сказать на заседание молодым, молодежи. На самом деле, я сам тоже, когда в школу ходил в 7 классе, как раз вспомнил про наркотические вещества. Я только город выиграл, и у нас был выпускной вечер, ну, прощальный вечер. И весь класс, короче, мой класс, ну, я надеюсь, никуда не попадет это. Но мой класс весь, короче, он имеется в виду из ребят, они все, короче, отвертку пили, пиво пили. И весь класс хотел, чтобы я вместе с ним выпил. Но моя цель была на тот момент, я думал, я хотел, ну, больших высот достичь. Я думаю, если я выпью, какой я могу быть спортсменом? Я не говорю про девочек, я говорю про ребят. Вот так же, если вы, например, хотите стать ученым, там, спортсменом, у вас должна быть цель, и вас никто не должен сбивать. Даже если вас будут на коленях просить, чтобы вы попробовали, а меня вот так чуть ли не просили, не то что выпить, покурить, наслаивать. Это все было в жизни, потому что, как Магомед Адулаевич сказал, я чуть моложе, я это все видел, потому что они хотят сбить, когда сами вошли в это русло, они хотят и вас затянуть. То же самое, вы же знаете, когда Дагестан выиграл СКФО, и дальше этот охват больше идет. Когда в сборную страны попал, и там появился парень, который только попал в сборную, взрослую команду, и он начинает меня грузить на религиозной почве. Один и тот же хадис, он в 3 разных значениях переводит мне и хочет меня затянуть на свою сторону. Ну, он в основном, можно сказать, ну, я имею в виду, который, такая ориентация у него, которая вне закона, да, которую он тащит. Я ему говорю, ты здесь сидишь, российский, вот эти, ну, еду кушаешь, и людей с пути сбиваешь, а он такой топовый спортсмен на уровне, и людей сбивает. Молодежь на него смотрит, как, ну, на легенду спорта. Это, знаете, почему в основном сбиваются? Многие наши даже есть, которые им сочувствуют, которые сбиваются, потому что у них базы нету. А что база была, вот у вас имам есть, это то, что для себя брал, вот имам села, например. Вот то, что он говорит, я делал, и то, что мне говорили старшие, я выполнял. Чтобы, например, достичь успеха в спорте, я делал то, что мне мой тренер говорит. А религиозной части я доверял имамам. И я знал, что меня никогда никто не сбьет.
Даже если мне говорили, ты не сможешь, это для меня наоборот мотивировало. Я понимал, что я могу это, достичь цели. Даже мне отец так цель ставил, говорил, я думал, хотя бы на Россию тройку попасть. А он мне говорит, ты должен на мире выступить. И вот так, поэтому невозможного нету. И как здесь сказали, самое главное, конечно, учеба. Мне и в университете говорили, 2 арбуза не утащишь, говорят. Я вам скажу, это можно, на 4, конечно. На 5 невозможно, поэтому многое зависит от вашего круга, с кем вы дружите. У меня один был друг, который с урока убегал. Я за ним, шел, чтобы его вытянуть. А он другого хотел вытянуть. И так получилось, что я уже неделю смотрю, я несколько уроков пропустил, и у меня уже успеваемость хромает. Я это отпустил своего друга, тот за ним цепочка пошла у них. Потому что я начал равняться на тех, кто лучше меня. Я имею в виду в плане учебы, в плане спорта, в плане религии. Все от этого зависит. Если у вас фундамента нету, у нас вернее, нас легко расшатать. Поэтому это YouTube, как я своим детям тоже говорю, папа YouTube. Если, конечно, вот так с YouTube оставить детей, они полностью оттуда черпают, они свой родной язык забывают, базовый свой язык. У нас уже многие дети есть наши, наверное, ваши внуки, кого-то, они уже свой язык не знают. Я даже принципиально дома со своими детьми на своем говорю, что, может, они русский знают, а родного не знают. Идентичность же нельзя терять. Поэтому через несколько поколений вы со своими внуками, правнуками не сможете разговаривать. Поэтому я думаю, вот как сегодня мы здесь сидим, молодежь, завтра вы уже здесь будете сидеть и другим будете наставление ставить на путь. Поэтому я, видя огонь в ваших глазах, я уверен, ничего не потеряно. Все впереди, иншаллах. Я уверен, что ничего не потеряно, и вы будете выполнять и идти к цели до конца. Дай Аллах вам сил во всем, что свершилось. Уважаемые друзья, тут у нас сидит наш приглашенный гость, муфтията Абид Хаджи. Я хотел бы предоставить вам слово, чтобы он тоже сказал пару напутственных слов для нашей молодежи, для нашего подрастающего поколения. Пожалуйста. Ассаламу алейкум. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, очень рад присутствовать среди вас. Приятно было послушать наших спортсменов, их наставления. Они не оставили равнодушными, я думаю, никого, затронули наши сердца. Лично меня, честно говоря, на многое это побудило. Хотя вроде как тут говорили, присутствовал тоже на многих мероприятиях, конференциях и так далее. Каждое такое мероприятие своего рода для нас очищение. У нас руки пачкаются, но мы же не теряем надежду, каждый раз моем его. Опять пачкаются, но руки грязными не оставляем, моем. И не думаем о том, что я сейчас помыл, не отчаиваемся, не говорим, они же у меня все равно потом опять испачкаются. Зачем их мыть, если они заново могут испачкаться? Поэтому нам отчаиваться не стоит, если даже где-то что-то потеряли, где-то что-то, какую-то ошибку совершили, посещать подобного рода мероприятия. И как было здесь уже многократно сказано, чтобы слушали старших, уважали их, прежде всего своих родителей, первых своих учителей, далее вторых своих родителей. Вот на своих лекциях тоже детям говорю, что первые учителя это родители, а вторые родители это учителя. Потому что вот такое, если отношение у нас не будет к своим учителям, наставники, что в спорте, что в школе, что в религии и так далее, это для нас вторые родители. И отношение такое же должно быть у нас. Что касается религии и терроризма, даже об этом говорить порой не хочется, потому что это все поднадоело, оправдываться тоже сегодня не собираюсь. Почему? Потому что исламский терроризм, термин сам по себе, с точки зрения и сути таковой, исламский терроризм, и с точки зрения грамматики, да, вот это словосочетание, исламский терроризм не сочетаются. Почему? Потому что ислам, это слово же не русское, согласитесь? Ислам это арабское слово. Давайте его переведем на русский язык. Ислам это означает в том числе сохранность, мир. Мир. Ислам означает мир. Теперь говорим уже по-русски, без арабских терминов. Получается, исламский терроризм означает что? Мирный терроризм. Словосочетание не сочетается вообще само по себе, мирный терроризм не бывает. Поэтому с точки зрения ислама, вот сегодня я зашел на телеграм-канал Муфтията Республики Дагестан,
там сегодня выдали одну фетву. Знаете, какая фетва, что обсуждается вообще? На основном канале, телеграм-канале, новостном, скажем так, информационном канале основной организации, религиозной организации Республики Дагестан. Какой вопрос обсуждают? Какая фетва сегодня вынесена? Вопрос в том, что могу зачитать даже, то есть, если, говорит человек, выбросил кожуру от банана, либо другой какой-то мусор на дорогу, на общественное место, и человек поскользнулся на этой кожуре и сломал себе ногу, или покалечился человек, обязан ли тот, который выбросил вот этот мусор, вот эту кожуру от банана, обязан ли он возместить ущерб тому, кто пострадал или нет? И ответ дается, богословское решение выносится, что идет целая статья с авторитетных книг о том, что если человек случайно, не заметив вот эту кожуру, наступил на нее, в итоге пострадал, сломал себе ногу или что-то другое, то тот, который выбросил, обязан по шариату его возместить ему все его расходы. На лечение, на моральный ущерб там, и что-то. Понимаете? Что такое ислам? Кожура от банана, которую мы вот так можем запросто выбросить, ислам тебя обязывает, если от твоего этого поступка человек пострадал в какой-то мере, возместить это. Или ты выбросил мусор на улицу, человек проходил мимо, это парк, это дорога, это общественное место, он должен благоухание там чувствовать. Он чувствует что? Запах мусора. И за это моральный ущерб тоже ты должен как-то что-то сделать. Понимаете? Поэтому ислам, вот что обсуждает ислам. Вот какие тонкости обсуждают. А какая может идти речь о том, чтобы лишать человека жизни? Это я вообще представить не могу, если случайно ты просто банан по своей неосторожности выбросил. Из-за невоспитанности твоей, из-за твоей халатности или забывчивости, может быть. Или другого выхода не было, выбросил человек. Понимаете, если ислам обсуждаются такие моменты тонкие, мелкие вроде бы, незначительные моменты, как вы думаете, как смотрит ислам на то, чтобы умышленно покалечить человека, особенно если ты спортсмен, или там у тебя в руках что-то появилось, нож, там, оружие, там, я не знаю, что-то. Мы знаем из изречения посланника Аллаха, мир ему и благословение, что он говорит, тот человек, который направит на своего брата оружие, то есть острие оружия, ангелы Всевышнего проклинают этого человека до тех пор, пока он это оружие не уберет, и это в шуточной форме, когда он направил. Речь идет, когда человек просто нож или что-то, в те времена же, что было? Нож, копье или что-то направил в сторону своего друга, брата и так далее, и пока вот этот нож он не уберет, ангелы проклинают этого человека, хотя даже он это в шутку направил. Речь даже не идет о сегодняшних видах оружия, скажем так, да, пистолеты, ножи, там, то, что теракты проводились, взрывчатки и так далее, бомбы, сейчас, об этом даже речи не идет. Разговор идет о шутке даже. В этой форме даже не допускается причинять вред, беспокойство не то, что здоровью и жизни человека, в общем человека, но даже покушаться на его беспокойство, его сердце. И кто-то может сказать, наверное, вам тоже говорят, кафир убьешь, в рай попадешь, это тоже в конце скажу. Но это относится, наверное, к мусульманам, вы думаете, абсолютно не касается людей других верований. Хадисы, которые приводит имам Аль-Бухари, это самый авторитетный источник изречения пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Там говорится в хадисе, пророк Мухаммад, алейхиссалам, говорит, тот человек, который лишит жизни, то есть убьет не мусульманина, но который находится с нами в мирном договоре, то есть он военные действия против тебя не проводит, как вот Надир Шах, там, или там, не знаю, Гитлер, другие нападали же на нас. Он с тобой никакого этого нету, мы в мире живем. И ты лишаешь жизни не мусульманина, пророк говорит, этот человек не почувствует даже запаха рая. Нам пытаются внушать, что убей кафира, попади в рай. Прямиком в рай. Взрываешь с собой вместе с еще много людей, то прямо в рай попадешь. Это с какого хадиса интересно взято это? Хотели бы посмотреть аят, который к этому призывает, или хадис, который к этому призывает, что не веришь, убиваешь, чем больше убиваешь, тем быстрее в рай попадешь. Нет уже. Мы видим здесь, что если даже ты не мусульманина лишаешь жизни, который на тебя не нападает, угроза твоей жизни, семье, ничего не несет этот человек, ты запах рая. А запах рая, согласно изречениям пророка, алейхиссалам, доносится на 500 лет пути. 500 лет, сколько, за 500 лет сколько, какое расстояние ты пройдешь? Это огромное расстояние.
Вот это огромное расстояние, даже вот запах настолько далеко доносится рая, даже вот этого запаха человек не почувствует, который лишит жизни не мусульманина даже. Поэтому, тоже, как здесь было сказано, мы открыты к диалогу для вас, молодых, независимо от того, намаз делаете, вы не делаете, высокие, худые, жирные, как у нас молодежь говорит, любит говорить и так далее. Нам без разницы. Любой человек, если даже других убеждений придерживаешься, у тебя другие убеждения, отличия от наших. Ты в исламе смотришь на ислам по-другому. Ты все равно наш брат. Мы на тебя смотрим как на нашего брата. Подходи, пообщайся, мы же не кусаемся. Вот это я говорю твоей молодежи, я думаю, здесь собрались такие примерные ученики, скорее всего. Вы это скажите своим братьям, одноклассникам, однокурсницам, вернее, здесь, однокурсникам тоже разницы. То есть всем друзьям, вот, которые придерживаются других мнений, говорят, вот имам открыто вас призывал к себе, пусть подойдут. Мы с точки зрения ислама, с канонической точки, по Корану, по хадисам пообщаемся, будем рады увидеть вас всех. Спасибо вам огромное. Гостям особая благодарность, их приветствие, пусть лично будет всем доволен. Уважаемые друзья, мальчики, девочки, наверное, по-моему, все устали. Буквально 2-3 предложения скажу, и мы закруглимся. Насчет нашего Дагестана. У нас прекрасная республика, у нас прекрасная молодежь, прекрасные дети, талантливые, способные, развитые. Этому примеру мы можем подтверждение тому, что на международных соревнованиях, конференциях, какие-то, где они в конкурсах участвуют, наши дагестанские девочки и мальчики, ну молодежь я имею в виду, везде первые. Даже выиграв вот этот компьютерный международный турнир огромным призовым фондом, даже там наши ребята первые. Поэтому я хочу нашей молодежи пожелать. У нас прекрасный Дагестан, у нас есть все, у нас есть все. У нас есть герои России, герои Советского Союза, у нас есть космонавты, академики, доктора наук, кандидаты наук. Все основные выходцы дагестанцев во всех регионах России, главврачи, ведущие специалисты, доктора наук, это в многих местах, вы сами свидетели этого, где мы только не бываем, все наши дагестанцы. У нас также есть космонавты. Поэтому, мальчики, девочки, я хочу вам пожелать того, не забывайте наши традиции, наши обряды, наши законы, наше уважение к старшим, младшим, учителям, педагогам, тренерам. Если мы это потеряем сейчас, мы стараемся, чтобы вы, вот наше еще поколение, я смотреть своему тренеру, здесь уже сказали, мой тренер был великий Али Алиев. Это первоначальный, кто открыл спорт в Дагестане, 5-кратный чемпион, участник 3 Олимпийских игр. Вот такой тренер, правильно тут сказали, этот человек нас воспитал, меня воспитал. Вот я благодарен этому человеку, как человека, как спортсмена, как ученика, как вести себя на улице. Он начинал каждую тренировку, 5 минут сажал, какой бы это день ни был, обязательно с нами поговорит, объяснит все это. Вот я вам то же самое хочу пожелать. Ребята, мальчики, девочки, у вас есть все, у вас есть все возможности сегодня быть примером своего села, своего района, своего родного Дагестана и всей России, и на зло, можно сказать, во всему миру, которые хотят сегодня нам показать, что Россия такая-то, такая-то, которая им. Россия всегда была лучше, СССР был всегда лучше, и Дагестан будет всегда лучше. Хочу еще насчет спортсменов. Я хочу сказать, я просто Республику Дагестан хочу сказать, державой, спортивной державой в мире. Мы все географию знаем. Если по численности населения мы сегодня возьмем Дагестан, ни одно государство в мире с нами не может сравниться по медальным зачетам на Олимпийских играх. У нас 90, вот в таком 3 миллионном республике Дагестан, 90 призеров и чемпионов Олимпийских игр. Из них 30 олимпийских чемпионов. Кто-то может назвать какое-то государство или республика где-то столько один. Есть государство, которое чемпион. Наши выходцы в Дагестане призерами стали этой. Они сделали их национальными героями Македонии, Польши, Румынии, Венгрии. Во всем мире вот наши.
Поэтому наша спортивная держава, так что я хочу вам пожелать, ребята, учитесь, занимайтесь спортом. От вас больше героических поступков мы не требуем. Если вы будете учиться и заниматься спортом, героические поступки, я уверен, что вы сами совершите. Салам алейкум, всем спасибо. Приступим к вопросам. Пожалуйста. Давай. Как зовут? Как? Так. Бедарбек Абдулаев, какой у вас самый сложный был? Финальные Олимпийские игры 2004. Ответственность большая была. И вторая Олимпиада, не хотел еще раз вторым быть. И это была нагрузка психологическая. Ну, по бою, может быть, и не тяжело, но она там, в общем, когда берешь, очень тяжелый бой был для меня. Был чемпион мира же, Головкин. Знаешь, с кем я боксировал? Геннадий Головкин. Скоро будет боксировать, он 17 числа. Смотри. Вот с ним был в финале. Поэтому он был для меня очень ответственный бой и поэтому очень тяжелый. Спасибо. Сейчас вот вопрос, кто угадает. Вот у вас район называется Сулейман-Стальский район. Вот кто может четко и ясно сказать, от какого села он был, и только без Google можно, да? С какого села он был у вас и кем он был? Наша село происходит от имени стальского автора стихов Сулеймана Стальского. Он был родом из села Ашурастан. Все правильно. Момент 20 века. Отлично. Давай, пойдем у нас, красиво, надо девочке подарить. Последний вопрос. Имам, раз сегодня такая тема спортивная пошла, тогда назовите 3 вида спорта, по крайней мере, о которых пророк Мухаммад, мир ему и благословение, говорил: вы обучайте детей этим 3 видам спорта, скажем так. Сегодня видам спорта он не говорил, просто 3 этих вообще, назовите хотя бы одно. Давайте, кто больше назовет, Руки поднимите, там 3 вида, пожалуйста. Борьба. Садись. Стрельба из лука еще. Шах. Еще кто может назвать? Езда. Ага. Плавание. Да. Сам пророк, алейхиссалям, конечно, занимался борьбой, тоже было. Но вот именно он то, что говорил, здесь обучайте детей 3 этим: плавание, езда, верховая езда и стрельба из лука. Выяснилось, что, оказывается, все 3 эти вида спорта, вот наш этот позвоночник делает, стройным делает человек, одним словом. Уважаемые гости, на сегодняшний день, на самом деле, сегодняшнее мероприятие было посвящено противодействию терроризму и экстремисту. Всего было это создано, осуществлено для таких напутственных пожеланий, а у нас на самом деле все это в конце закончилось с добрыми пожеланиями. Все в зале улыбаются, всем радостно, все дружелюбные. Вот на самом деле люди вроде стольких высот в жизни добились, а эти люди сегодня улыбаются и общаются с простым сердцем. И я вам сегодня желаю, всей нашей молодежи, тоже такое назидание хочу дать, чтобы вы брали пример от таких людей, остерегались всего пагубного, ненужного. И как написано в нашей священной книге Коран, мусульманином является тот, от чьей руки или сердца, или языка не исходит вреда всем окружающим. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить руководство нашего района во главе с Саидом Мусиновичем, управление образования с Гусейном Рабидиновичем, Венеру Хамдердиевну, наш муфтият, наши правоохранительные органы, наше руководство всех 4 спортивных школ, ну и, конечно, наш педагогический преподавательный состав, ну и, конечно, вас всю молодежь. Я вам желаю только блага, бараката и идти по этой жизни с высоко поднятой головой. Спасибо большое. А нашим гостям, которые сегодня приехали, почтили нас своим присутствием, я их хочу поблагодарить, выразить им благодарность. На самом деле, на их примере наша молодежь, наше подрастающее поколение сегодня получает такой мотивационный заряд. Я желаю бараката в ваших домах, блага на вашей тяжелой, нелегкой работе. А мы, Сулейман-Стальский район, жители Сулейман-Стальского района, будем делать все, что от нас зависящее, с помощью вас, старших, чтобы наш район, наша республика, да и в общем наша страна Россия всегда была наверху, всегда была здорова и всегда шла только вперед. Спасибо большое. Добрый путь.